Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире национального телеканала программа «Главное». Сегодня в этом выпуске вы сможете увидеть редкие изображения, кадры, историческую хронику об истории ингушского народа. У нас сегодня в гостях Берснакот Джабраилович Газиков, краевед-исследователь. Берснакот Джабраилович, приветствую вас в студии нашей программы. Добрый день. Вы, можно сказать, в вечном поиске. Благодаря вам в наш регион вернулись очень многие данные о наших выдающихся личностях, да, исторические данные, исторические документы, которых вы привозите к нам в регион. И недавно вы опять выезжали, скажем так, были в поисках. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей исследовательской миссии, которая состоялась буквально недавно. Но мы всегда надеемся на работу, на выезды, на командировки и всегда имеем в виду, что надо выехать, надо поработать. И в этой связи мы, несмотря на то, что сейчас очень непростая ситуация в стране и в мире в плане пандемии, но мы выезжали в Петербург, мы выезжали в Москву, мы поработали несколько месяцев. И, как всегда, у нас стоит в планах поиск всего, что связано с историей ингушского народа. Мы вели поиски по разным направлениям. Имеется в виду, здесь мы и различные деятели наши, известные жизни и творческой деятельности их, а также и материалы по древней истории. То есть все, что касается истории ингушского народа. Мы пытаемся это найти и всегда имеем такую мечту постоянно быть в поиске, находить. И, к счастью, надо отметить, что эти поиски увенчались успехом. Сохранить и приумножить с этой миссией вы справляетесь отлично. И я, насколько знаю, вы хотели рассказать об Анхаеве, да, нашем выдающемся земляке. Да, надо сказать, что вот что касается нашего известного военного царской армии, служившего Банхаева Тимура Капажиевича, то дело в том, что это очень яркая личность. Вот, мы много лет занимаемся поисками любых сведений, связанных с этим офицером. Вот, и, к счастью, мы нашли приказы. Он служил в Туркменском регулярном полку вместе с нашим другим ингушом, известным Пацу Плиевым. И был неоднократно награжден. Это заслуженный человек. Вот. И нашли разные приказы по его служебной деятельности. В том числе он участник русско-японской войны, награжден неоднократно. Но для нас было особенным не только его военная деятельность, а то, что, оказывается, он имел несколько публикаций. И вот за 1903 год мы обнаружили в газетах две публикации. Одна это публикация, это воспоминания участника Кушкинского боя, это 1885 год. И другая статья, она связана с основанием города Ашхабада. То есть это две авторские публикации нашего уважаемого Тимура Капажиевича. Они очень ценные, потому что во-первых, это участник вот этих вот процессов, которые проходили, а во-вторых, это авторские статьи, его собственные. Поэтому мы их приобрели и готовим к изданию, чтобы люди знали, и это очень интересные статьи. Помимо этого, он отмечен и в газетах «Киевлянин», вот, 1901 год. То есть это очень яркая личность. И поэтому мы и дальше будем продолжать поиски, чтобы находить какие-то другие еще сведения. Но он, как говорится, не один. Есть еще очень много других людей, заслуженных людей, как и военных, так и людей, которые служили на других направлениях. В культурной жизни, на различных должностях были. Мы продолжаем поиски. Еще один выдающийся ингуш, но уже более позднего периода, да, отличившийся Великую Отечественную войну, Абдулла Цароев. Вы обнаружили заметки о нем в известных газетах, да, российских, и в том числе там обозначено то, что Абдулла был награжден орденом Красной Звезды.
Абдулла Цароев. Да. Это, конечно, наша гордость. Это человек неувидаемой славы. Это очень о нем много написано. Причем написано так, что в свое время его нельзя было называть, и он проходит у авторов под другим именем. Но мы искали его материалы и обнаружили в газете «Известия», в газете 1942 год, мы обнаружили указ о Президиуме Верховного Совета СССР о награждении его орденом Красного Знамени. В газетах «Советская Киргизия», 1962 год, есть статья о том, значит, как встретились однополчане партизанского отряда. И есть фотография и тоже статья о том, значит, говорящая о нашем земляке Абдулле Цароеве. Кроме того, в киргизской прессе в 1944 году тоже есть указ о награждении его почетной наградой уже Киргизии. То есть это для нас очень ценно, потому что человек этот прославил и нас, и он достаточно известный человек, но все равно мы радуемся любой публикации, любым сведениям, которые мы находим. И в связи с этим надо сказать, что в поисках мы обнаружили также и материалы, связанные с депортацией, с семьей Сампиева Исраила Германовича. Дело в том, что это братья Исраил, Хаджи Бекир, Азид, они, значит, служили в Красной армии, воевали до конца войны, заслуженные люди, но исходя из того, что там они переехали из одного села в другое село, и у нас документы, мы взяли личное дело Израила, значит, Германовича, личное дело, и они были, значит, наказаны 20 лет каторжных работ только за то, что переехали из одного населенного пункта в другой. Посмотрите, это офицер, потом они страдали. Его армейская фотография. Здесь на армейской фотографии. Это фотографии из личного архива, семейного архива Сампиевых. А известна ли дальнейшая судьба этой супружеской пары? Я знал этих людей, особенно Хаджи Бекира знал. Он работал у нас в нефтегазовом управлении Могабек-нефть. Это очень достойные люди, заслуженные люди. Просто я это хотел сказать о том, что несмотря на заслуги, на награды, люди все-таки подвергались различным притеснениям, я имею в виду в депортации. Это очень тяжелое время и очень тяжелые, так сказать, события. И давайте отметим тот факт, что несмотря на все эти события, они сумели вернуться, на родную землю и продолжали достойную жизнь. То есть это все их не сломило, это настолько крепкий дух был у людей. Конечно, это были, и они работали хорошо, это же передовики были, активисты были. Это очень заслуженные люди. Поговорим о человеке, который сохранил множество важных данных ингушского народа. Это Ахмед Дахкильгов. Даже в депортации он смог сохранить ценные данные об истории ингушского народа, и они вернулись обратно в республику и сегодня являются назиданием потомкам. Да, это Ахмед Хакашевич Дахкильгов, это очень заслуженный человек, человек, который стоял у истоков становления нашей государственности, работал в это время, когда наши первые органы были. Он работал на различных должностях, но для меня важно было, что он работал главным редактором газеты «Сердало». И являлся и корреспондентом, очень много статей, публикаций у него в нашей газете «Сердало». Но примечательно то, что он, когда, наступило 23 февраля, и мы были подвергнуты депортации, этот человек, как настоящий патриот, как человек, который думал о будущем ингушского народа, он сохранил, увез с собой в Казахстан
материалы, документы, фотографии, вот, сохранил их в Казахстане и вернулся, и они вернулись домой. И вот его, значит, близкие предоставили нам фотографии, вот он сидит в центре, вот, рядом сидит Беков Тимбот, вот, это и ряд других фотографий, мы просто принесли с собой одну только фотографию. И большое спасибо ему, и надо это отметить. Кроме того, вот мы брали в газете «Севдало», вот его, как бы сказать, помещен был его портрет. Вот. И я думаю, что о нем должна быть отдельная передача, и о нем надо будет сказать много хорошего. Дело в том, что есть очень много материалов с них связанных. Тем более, что в свое время я выявлял и привозил дело, связанное с Хакяшем Дахкильговым, вот, о назначении пенсии его жене. Это целое дело, это большое дело, вместе с фотографией жены, то есть матери Ахмеда. Вот. И я думаю, это будет очень интересно. Относительно скоро будет столетие ингушской государственности. И в связи с этим вы нашли очень интересные данные о первой письменности, да, о первом аббате ингушском. Вот покажите, пожалуйста, чтобы наши телезрители видели, каким он был. Я бы хотел здесь сказать, что надвигается в 2024 году столетие ингушской государственности, и в рамках этого мы, значит, запланировали поиск материалов, связанных вот именно с этим периодом. В этой связи в это время укладывается также и создание ингушской письменности. Я имею в виду букварей, которые вышли в 1924 году. Мы, значит, нашли эти буквари. Это буквари, значит, первые буквари, это букварь Заурбека Мальсагова. Это Галгай Аббат латиницей. Вот. Эта книга вышла в Москве в 1924 году. Другой, значит, Аббат, автором он Заурбек Мальсагов. Вот это целое, очень интересно. Кстати, здесь такие хорошие картинки. Вот, можно будет потом, может, посмотреть. Это Аббат тоже издан в Москве в 1926 году. В связи с этим надо отметить, что очень много наших людей в это время работали в органах управления нашей автономии, нашей государственности и показали себя с самой лучшей стороны. Деятелей таких у нас достаточно много. Но мы сегодня просто принесли дело, связанное с Хамхоевым Хезиром Матиковичем. Вот это личное дело. Это человек, который был председателем, вернее, руководителем пригородного района в 1928-30-х годах, во время тогда, когда наша была ингушская автономия. И вот его, значит, рисунок. Это мы взяли из газеты. Вот. Дело в том, что он до того, как быть на такой работе, служил в дикой дивизии в Ингушском полку, был награжден, ранен. Вот. И в автобиографии, которая здесь указывается, в личном деле, говорится о том, он говорит о том, что его брат Гостемиров Хамзат, Гостемиров Хамзат, он, значит, работал в отделе горцев Кавказа, в ЦИКе, и по документам, которые мы просматривали, он иногда подписывался, вместо фамилии писал Галгай, то есть его фамилия Галгай. Было это интересно посмотреть. Это заслуженные люди, которые выполняли очень тяжелую работу в то время, вот, и внесли большой вклад в развитие ингушской государственности. Но я думаю, что таких людей у нас еще достаточно много, и в каких-нибудь, если удастся, передачах мы можем подготовить материалы и показать другие материалы, связанные с другими нашими заслуженными людьми. Бирснакой Джабраевич, у меня такой вопрос. Есть ли такие исторические хранилища, в которые вам пока не довелось попасть, но вы очень хотели бы? Есть, конечно. В стране и не только, даже за границей? Нет, есть, конечно, очень много. К счастью, мы ведем давно эту работу и знаем, в каких хранилищах что именно хранится. Единственная наша проблема, моя проблема, это чисто финансовая. Это, значит, выехать в определенные города,
Это, к счастью, не только в России, это и Чехия, это и Польша, это и Германия, это Украина и другие, значит, страны, в которых очень много материала о нашей жизни, об ингушской жизни. И поэтому, конечно, хотелось бы везде побывать. И здесь речь идет не о том, что там мы могли бы найти, а мы же говорим о тех материалах, которые мы нашли уже. Просто единственное, остается уезжать и поработать, и брать, делать копии и привозить домой. Если говорить о заграничных архивах, то где больше всего сосредоточена интересная информация и необычная информация об ингушах? Я как бы больше делал акцент на Германию. Зная немного язык, я имел возможность отработать хорошо, и я думаю, что более всего в Германии. Но не менее много материала и в Польше. Дело в том, что в Польше много лет работал Весенгрей Багиев. Вот, вернее, он был представителем Польши в Турции и в других местах, и напечатал очень большое количество статей. Вот, и мы их выявили более 500. Вот, это очень много, все они на польском языке, но в то же время есть его же статьи на немецком, на других языках, на турецком, на английском. То есть, но мы приобрели публикации из газет, но мы мечтали бы поработать в архивах редакций, издательств, вот, и найти более такие материалы, связанные с судьбой не только там Весенгрея и других наших деятелей, но и всех других ингушей. Вот, потому что за рубежом достаточно много материала. У нас были экспедиции. Вот, кстати, здесь фотографии, вот, которые мы обнаружили в Польше. Это Весенгрей Багиев, это очень симпатичный человек. Мы приобрели эту фотографию в польском самое. В других изданиях, вот, которые зарубежных, вот посмотрите фотография. Это очень редкая фотография, не фотография, рисунки, правда, это мы сфотографировали их. Вот. Здесь изображен ингуш. Вот он, в полном боевом вооружении. Вот. Мне очень нравится. Ее не было еще публикации, но мы будем публиковать ее. Кроме того, была публикация еще была публикация, тоже симпатичная. Вот посмотрите, это ингуш, тоже рисунок ингуша, 1848 год, если память не изменяет, рисунок. Кроме того, мы просматривали литературу, зарубежную литературу, и обнаружили здесь следующее. Вот я хотел бы показать это. Здесь вот издание 1847 год. Вот. Здесь говорится о чем? Здесь автор Монперье, он пишет на немецком языке, что, если я буду переводить, я скажу, что, значит, амазонки, они, значит, носили щиты, такие же, как носили их кавказские соседи галга или ингуши. Вот. Это ценное замечание. Почему? Потому что это относит историю нашего народа ко временам амазонок, то есть очень древнее время. Это говорит о том, что наши предки, наш народ существует с тех далеких времен. И вот, говоря об этом, то же самое пишет и Клапро в 1814 году. Он пишет, что ингуши под названием гелы, гелай, были известны со времен Страбона и Зонароса. То есть это очень ценное свидетельство, говорящее о том, что наш народ имеет очень древнюю историю. И нам просто нужно глубже изучать ее. И вот когда мы просматривали эти работы, то мы обнаружили вот рисунки, это, значит, античного времени. Здесь изображены амазонки, битва амазонок, и мы видим, что у них на голове находятся курхарсы. Вот. Мы сделали несколько копий с этих самых фресок. Вот посмотрите,
всем известно, что единственный народ, который на Кавказе до XIX века женщины носили курхас, это ингуши. Поэтому это говорит о том, что у нас очень древние связи очень с мировыми культурами. Поэтому нам надо гордиться тем, что мы древний народ, и изучать и искать как можно больше материала, потому что история уходит наша вглубь веков. Вот. И что касается публикации, говорящей об этом, это делали выводы не мы, это делали выводы крупные европейские ученые. Вот. И поэтому стоит обратить внимание на это и продолжать эту работу. Здесь я забыл сказать, что мы выявляли материалы, и мы брали личное дело Крым-Султана Анальгиева, хотел просто показать. Это нефтяник, это специалист очень большой. У него было несколько работ по нефтегеологии, но, к сожалению, они в архиве, мы их не смогли пока достать, но надеемся, что нам удастся их достать. Они были в свое время, но мы не успели в то время взять это, когда можно было взять. И вот касаясь вот этой темы древней истории, я хотел бы сказать, что мы в свое время читали, изучали работу Калоева Бориса Александровича, связанную с венгерскими ясами. Вот. Он провел очень большую работу. Он выезжал в Венгрию и посетил область, так называемая Ясшак, куда входит более 10, где-то 15-16 сел. Вот. Все они имеют название Яс впереди, Яс-Берень, Яс-Пати и так далее. И они приезжали сюда, в Владикавказ, и было установлено, что в XIII веке 40-тысячное войско отсюда, с Кавказа, это отмечают документы, переселились в Венгрию. И среди этих 40 тысяч войска было и 10 тысяч аланов, асов, ясов. И вот Калоев провел большую работу, он нашел где-то там более 30 слов, которые были в ясском языке, которые сохранились вот в одном документе. И эти слова имеют сходство с современными словами. Нам это было очень интересно. Мы тоже посмотрели эту работу, посмотрели и другие работы, посмотрели работы венгерского ученого Немета, посмотрели другие работы и нашли очень много интересного для ингушей, кстати. И интересно, что было, что само слово «яс», «ас», оно связано с ингушским словом «асса», возможно, связано с этим именем, вот. Но это аланы, это асы. Но дело в том, что, к сожалению, другие исследователи, они не заметили, что вот в эту Ясшак, Ясию, в районе деревни Яс-Фенсару впадает река Галга. Река Галга, и когда мы посмотрели, изучили различные документы на немецком языке, связанные с историей долины Галга, то обнаружилось, что и сегодня это есть, присутствует несколько городов, которые называются Галгай-Гута, Галгай-Хевес, Галгай-Хит и ряд других. Вот. Вот вы посмотрите сами, вот посмотрите, вот карта, вот это то, что здесь отмечено, это Ясшак. Вот. А вот река Галга, вот она, течет сюда, вот здесь вот. Она впадает в реку Загва. Вот. И когда мы стали проверять здесь вот эти, вот вы можете на этой карте посмотреть, здесь вот отчетливо видно, вот Галгай-Йорк, Галгай-Гута и ряд других. Можно было подумать, что это совпадение. Но когда мы стали смотреть, откуда берет исток Галга, она берет исток с местечка Бешки. Бешк по-ингушски бочка,
с водой. То есть получается как бы вот такое понимание ее. Но с горы Черхат, Черхате. А у нас гора, где течет Аса в горах, называется Черехкорт. То есть есть некоторые похожести. Но интересна похожесть другая, что там имеется населенный пункт Ача, а рядом с Ача находится Ачауилак. Населенный пункт Ачауилак. Ну, понятно, что похоже на слово Ачалуки. Вот. И мы нашли десятки других топонимов, связанных с нашими, языком с нашим. А самое главное, многие те слова, которые отмечены Калоевым, оказывается, есть в ингушском языке. Вот. То же самое слово «ас», «теленок», то же слово «хит». Вот мы говорим «галгахит», а у нас есть «махмадхит», то есть аналогичное название. И, например, правда, там есть некоторые разночтения. Например, «утка» написано «ака», по-ингушски совсем по-другому. Но мы говорим «эки», «эквавсу». «Эки» – это дичь. То есть получается, что и это слово тоже как бы можно объяснить по-ингушски. Поэтому я думаю, что когда речь идет о истории вот этой территории Ялшага, нужно обязательно иметь в виду и наших предков. Потому что данные показывают, что есть какая-то связь между нашими предками, нашим языком, вот с этой территорией. И мы надеемся, что в перспективе нам удастся более исследовать этот вопрос, связаться с венгерскими друзьями и изучить этот вопрос досконально. Мы очень много говорили о выдающихся ингушских людях, которые прославляли свой народ. И сейчас, вернувшись, скажем так, в современность, давайте вспомним Лейлу Албагачиеву, известную альпинистку. Вы нашли интересные, да, данные о ней. Я знал лично Лейлу. Она часто бывала у нас в гостях. Я ее хорошо знал. И я гордился всегда. И ее, значит, желанием покорить крупные вершины, недоступные вершины. Вот. И очень, значит, переживал, но, к сожалению, ее постигло несчастье при подъеме на Эльбрус. Но дело в том, что я о ней узнал раньше даже из публикаций в свое время. Я, значит, в свое время нашел публикацию, которая была связана, вот она называется «Лошади на вершине Эльбруса». Вот. И там было отмечено, что когда поднимали на Казбек карачаевскую лошадь восходители из Кабардино-Балкарии, из Карачаево-Черкесии, представители, то вместе с ним была ингушка Лейла Албагачиева. Вот. И вот здесь публикация, здесь об этом сказано. Дело в том, что ее, значит, заслуги были отмечены, вот смотрите, грамотой правительства Карачаево-Черкесии, была отмечена ее заслуги. Это человек, который сделал 2 восхождения на Эверест. Это очень крупное достижение. Она подняла на Эверест ингушский флаг. Это наша гордость. Это человек, о котором надо больше говорить, особенно говорить среди молодежи, потому что надо стремиться быть похожим на такого человека, как Лейла, которая своими восхождениями показала силу воли. Это же девушка, это же человек, который с детства не занимался скалолазанием. Это просто она захотела, и вот ее желание, и это нелегко, я бы сказал. Почему? Потому что, когда я спросил ее, когда поднималась на Эверест, она говорит, там была лестница 9 метров, а внизу глубина, очень большая глубина, и нужно было ее перейти с одного места на другое, эту трещину. Она говорит, с бесмолдяхка, я, говорит, пошла и ничего. То есть там лежат те, которые погибли во льду. Это очень жуткое зрелище, она говорит, но она достигла, она поднялась, она показала и своим подвигом, восхождением
дала знать всему миру о силе ингушской девушки, ингушской женщины. Вот, мы должны гордиться, и я думаю, пользуясь моментом, вот, возможностью сказать, что надо почтить память, назвать улицу или что-то, воздать должное этому человеку, потому что это немногие люди поднимались на Эверест, немногие, многим не удалось покорить, вот, и мы должны гордиться. Да, и здесь можно, да, такую даже провести параллель. Современная ингушка и ингушки, которые были известны еще с древних времен, которые отличались своей храбростью. Огромный пласт истории, который вы сейчас подняли, я думаю, что вся эта, конечно, фундаментальная работа, которую вы провели, она достойна отдельных передач. Все эти темы мы, в общем, рассказали о последней вашей исследовательской миссии. Да, я думаю, что нашим телезрителям было очень интересно увидеть эти интересные материалы, которые ранее не были известны, да, увидели их впервые. Вам спасибо за то, что пришли к нам, за то, что проводите такую важную для нашего народа работу. Баркалхат. Дорогие телезрители, вас я тоже благодарю за то, что смотрели нас. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.